Здравствуйте! Вы смотрите «Вестник Русского географического общества» и я, его ведущий, Рустам Сиразетдинов. В Уфе, в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история», прошел первый этап Уфимского городского конкурса экскурсоводов «Уфа туристическая». Уфа – это для всех студентов города, это ассоциация с парком имени Александра Матросова. Но для всех уфимцев, конечно же, коренных, парк Александра Матросова – это мемориальный объект. В этом году городской конкурс экскурсоводов «Уфа туристическая» юбилейный проводится в 5-й раз. Организатор конкурса – администрация города Уфы. Партнерами проекта являются Башкирское региональное отделение Русского географического общества и гильдия экскурсоводов Республики Башкортостан. Наш конкурс юбилейный, 5-й. Это уже говорит о утвердившейся традиции и о росте участников. Это тоже потенциал нашего города. Ведь какие международные мероприятия проходят, и самая большая проблема – это у нас нехватка экскурсоводов. Экскурсоводов грамотных, умных. И вот эти конкурсы нам помогают выявить вот этих молодых, красивых, креативных специалистов. Конечно, у них нет опыта, конечно, много еще надо работать, но главное, мы знаем, с кем работать и над чем. Это первое. Второе, мне хочется сказать, что темы все больше и больше разнообразные. То есть нашу Уфу показывают с разных сторон, с разных объектов. Такие необычные материалы, которые очень интересны. И чем больше молодежь наша изучает историю, тем больше мы будем преподносить гостям нашу историю. Компетентное жюри в составе председателя гильдии экскурсоводов Марины Игнатьевой, исполнительного директора Башкирского регионального отделения Римы Галеевой, начальника управления по предпринимательству, потребительскому рынку и туризму столичной мэрии Луизы Мухшуковой, заведующей кафедрой туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса Уфимского государственного нефтяного технического университета Любови Матвеевой и представителя мультимедийного исторического парка Александры Бакшиевой оценили презентации более чем 20 экскурсий по Уфе, которые представили конкурсанты. У нас проходит очень много международных мероприятий замечательных. В этом году международные детские игры проходили. На следующий год у нас фольклориада будет проходить всемирная. В 2021 году будет проходить Апимондия всемирная. Это Олимпиада среди пчеловодов, так скажем. То есть очень много мероприятий международного уровня проходит. И не только международного и всероссийского. Уже сейчас Уфа стала замечательной площадкой проведения не только конгрессных, событийных, деловых. Мы хотим развивать здесь и гастрономический туризм. У нас много интересного. Мы хотим развивать, показывать Уфу. Сегодня нам были работы продемонстрированы. И у нас очень много литературных мест в Уфе. У нас много исторических различных. И вообще много памятников архитектуры. История большая города Уфы. Участники конкурса представили на суд жюри самые различные темы. Литературная Уфа Аксакова, благословенные места в Уфе, гений танца Рудольф Нуриев, первый губернатор Уфы Владимир Ильич Ленин и Башкирия по улице Мустая Карима. Многие из них удивили членов жюри своей новизной и оригинальностью. В большинстве сегодня участвует очень много студентов Башкирского государственного университета, нефтяного технического университета, профессионалы. И меня поразили работы, заявленные. О таких моментах Уфы порадовала и интересная работа «Благословенная Уфа». Уфа на стыке двух религий – христианства и ислама. И очень много мест, которые можно посетить, нужно и рассказать об этой истории. Следующий этап конкурса пройдет в Музее истории Уфы, а итоги будут подведены в середине декабря. В Уфе в стенах Башкирского государственного университета прошла неделя географии. Ежегодный фестиваль, который организуется географическим факультетом с 2009 года для популяризации географических специальностей среди молодежи сквозь призму науки, творчества и спорта. Произрастает брусника, кусты можжевельника и мелкая сухая трава. 57 встречающихся в этих местах видов растений занесены в Красную книгу, а 13 видов относятся к эндемикам. На
На секционных встречах студенты географического факультета Башкирского государственного университета и школьники Уфы выслушали доклады, подготовленные будущими географами. Мы проведем такое небольшое исследование, как это название досталось селу, почему, и главные причины тоже разберем. На секции, посвященной картографии, геодезии и геоинформатике, с докладом выступил студент первого курса направления картография и геоинформатика Данил Денисов. Первокурсник сделал отличный ретроспективный анализ развития села Кудеевский Иглинского района Башкирии по картографическим материалам. Мой объект исследования поселок Кудеевский выбран не случайно. Я взял его по краеведческому типу. Там прошла половина моей жизни, и мне захотелось начать исследование в области топографии и картографии именно с этого села, со своего практически родного села. Работа найдет дальнейшее продолжение. Организовываю я экспедиционную часть на следующее лето, и, возможно, в следующем году уже я представлю новую научную работу, уже подкрепленную на практике. Недавно Данил Денисов был принят в Русское географическое общество. Сегодня это самый молодой действительный член РГО в Республике Башкортостан. В рамках географической недели также были организованы научно-практические конференции, семинары, мастер-классы, квесты и другие мероприятия. Ну а сейчас я приглашаю вас в увлекательное путешествие в Иркутскую область на самое большое и глубокое озеро мира – Байкал. Байкал – точка на карте мира, которая имеет великую, ничем не преодолимую силу притяжения. Уникальность этого самого чистого, самого глубокого и самого загадочного озера на планете Земля привлекает людей на протяжении многих столетий. Легендарный французский исследователь Мирового океана капитан Жак-Ив Кусто тоже пытался раскрыть тайны Байкала. Не имея возможности по состоянию здоровья самому отправиться в дальние путешествия, Кусто снарядил на Байкал экспедицию. В конце 90-х на экраны вышел фильм, который снимался целый год «Зазеркалье Байкала». 18 лет спустя наша экспедиция отправляется из столицы Башкортостана Уфы на Байкал по следам команды капитана Кусто. Нас 6, и нам предстоит преодолеть на 2 автомобилях около 5000 километров, чтобы добраться до заветной цели. В составе экспедиции уфимцы Рашид Валеев, Александр Радзюк, видеооператор из Екатеринбурга Юлай Нугуманов, москвич Олег Шевченко и киевлянин Петр Пелагичев. Путь на Байкал не близкий. Челябинская, Курганская, Тюменская, Омская, Кемеровская области, Красноярский край и, наконец, Иркутская область. Мы включили круиз-контроль и планируем двигаться со средней крейсерской скоростью 100-110 километров по 14-16 часов в сутки, постоянно сменяя друг друга за рулем. Но не получается. Во-первых, при переходе через Уральские горы круиз-контроль невозможен. Во-вторых, сильный поток грузового транспорта мешает двигаться с крейсерской скоростью. Наконец, местами трасса превращается в абсолютное бездорожье. Грузовики, поднимая тучи пыли, двигаются со скоростью 15-20 км в час. Наша задача на ближайшие 12 часов достичь Новосибирска. Там, возможно, и заночуем. А пока нужно проскочить Тюменскую и Омскую области. Это один из сложных участков нашего пути. Мало населенных пунктов, мало заправок, практически нет дорожных знаков и указателей, поэтому двигаемся по навигатору. Благо, дорога пустая в это раннее время. Начинает светать. На границе с Омской областью делаем короткую остановку. Вокруг до самого горизонта разливы рек. Воистину, в Сибири все бескрайнее.
Подъезжаем к Новосибирску. Все устали, но надо двигаться дальше. Ночевать решили в Красноярске, на берегу Енисея. А пока фотографируемся на память на берегу Оби. У каждой страны, пусть даже самой маленькой, есть своя большая река. У России их сразу несколько, и одна из них – это Великая Сибирская река Обь, на берегу которой мы сейчас и находимся. Но не менее велик Енисей. В этом мы убедились в Красноярске, когда остановились на ночлег на берегу реки на базе отдыха «Дружба». Теплая встреча красноярских друзей, подводных охотников. Шашлыки в сосновом бору, хариус свежей засолки, баня и купание в ледяном Енисее – это надолго останется в памяти. До свидания, Красноярск. Идем дальше, на восток, к Байкалу. Наконец, на экране навигатора появились его четкие очертания. От Уфы проехали более 3000 километров, и за все время пути практически не имели никаких сложностей с работниками дорожной полиции. Вот здесь вот уже почти на границе Красноярского края, на территории Канского района, нас остановили работники дорожной полиции местные. Ну, конечно, моя ошибка, я немножко разговорился и чуть-чуть превысил скорость. При положенной 90 я ехал 124, то есть даже не 124, 114. Превышение скорости у меня было 24 километра. Ну что, вот, выписали штраф 500 рублей, едем дальше. Иркутск нас встретил ярким солнечным днем. Мы волновались, что здесь будет холодно, однако сегодня температура воздуха прогрелась до плюс 20 градусов. До конечной точки нашего маршрута, озера Байкал, осталось еще 200 километров. Сегодня мы ночуем в Иркутске, будем снимать Иркутский институт лимнологии Российской академии наук. А завтра уже двинемся на Байкал. Мы находимся в лаборатории ихтиологии Иркутского института лимнологии. Передо мной просвечивающий электронный микроскоп. Он способен увеличивать микрочастицы в 600 тысяч раз. Иркутский лимнологический институт – уникальный научный центр. Возраст Байкала – 25-30 миллионов лет. Лимнологический институт в сравнении с объектом своего изучения просто младенец. Однако за десятилетия своего существования научный центр раскрыл столько байкальских загадок, что их хватит на несколько поколений человечества. Мощнейшие электронные микроскопы позволяют иркутским ученым заглядывать в тайны бытия первичной материи. Пробы, взятые на дне Байкала, разбираются до уровня клетки. А вообще Байкал и человечество, по мнению академика Михаила Александровича Грачева, директора Иркутского лимнологического института, вещи несопоставимые, как бы это странно ни звучало. Если вдуматься, это действительно так. Сколько лет Байкалу и сколько лет человеческой цивилизации. Как это дико не звучит, но если бы все жители Земли утонули в Байкале, берега озера поднялись бы всего на 1 сантиметр. Фу, конечно. Мало того, даже в наш техногенный век Байкал способен пережить всю человеческую агрессию. Настолько он силен и могуч. Он как планета в планете. Приблизившись и коснувшись ее, чувствуешь это. Грубо говоря, сегодня данные науки говорят о том, что мы почти никаких изменений в Байкале не заметили, кроме вот этой береговой линии, где есть мусор, и не только мусор. Еще и стоки попадают туда неочищенные зачастую. То есть, наверное, в этом вот его уникальность и заключается, да? Уникальность его заключается в том, что он уникальный. Это самый крупный в мире пресноводный водоем, глубина рекордная, 1,5 мили, нет, 1 миля, 1637 метров. Но он уникален во всех отношениях. Вода у него замечательная и по вкусу, и по своим качествам. 3500 эндемиков, по-видимому, больше, чем
во всей остальной Сибири. А насколько он изучен сегодня? Тут я отвечу, что это самое изученное озеро в мире, а потому здесь открывается самая мощная новая перспектива изучения. Чем больше мы что-нибудь изучаем, тем более широким становится поле нашего зрения. Правда? Во время экспедиции в поселке Бугульдейка на месте впадения одноименной реки в Байкал познакомились с Сергеем Перевозниковым, хозяином имения Заречное. Я спросил его тогда, как подписать тебя в титрах. Сергей ответил: «Пиши «Человек Байкала». Думаю, такую подпись можно поставить на каждом пятом, а то и третьем жителе Прибайкалья, а в Лимнологическом институте на каждом первом. В Иркутске научные работники зарабатывают совсем небольшие деньги. Однако, общаясь с ними, мы удивились энтузиазму, нет, скорее фанатической преданности теме, в которой они живут. А тема у них одна – Байкал. Впрочем, каким бы великим не был священный Байкал, от нашего брата ему достается по полной. Просто у него сил больше. Многотысячная армия туристов со всей страны, со всего мира стремятся к великому озеру. И не всегда они лояльны к его дикой природе. Самая большая проблема для озера Байкал – это туристы, отдыхающие на его берегах, которые после себя почему-то не считают нужным брать с собой мусорные мешки, контейнеры и увозить мусор. Это одна из проблем озера Байкал. То есть туристы, уезжающие после отдыха, оставляют большое количество мусора. Сотрудники Лимнологического института не раз принимали участие в сборе мусора и вывозе мусора на судах Лимнологического института. С открытием навигации на Байкале корабли Лимнологического института возобновляют свою кропотливую работу по изучению его ихтиосферы. Научно-исследовательское судно «Папанин» бороздит просторы Байкала с 2006 года. Экипаж «Папанина» – 4 человека. Ежемесячно в навигацию судно участвует в 2-3 научно-исследовательских экспедициях. Экипаж помогает ученым брать пробы воды и почвы, собирать научные материалы на Байкале. Папанин принимал участие в обеспечении всемирно известного погружения на дно Байкала глубоководного батискафа «Мир». Ну, мы ходили с ними не раз. То есть, когда погружался Путин Владимир Владимирович, Джеймс Кэмерон приезжал, тоже погружался, мы обслуживали их. И не стояли, в общем, все ходили, все суда нашего Лимнологического института. Период был загружен. Мир-1, Мир-2, вот на ней Коптюк теплоход водил. Кстати, во время погружения глубоководного батискафа дно Байкала увеличилось на несколько метров. До этого максимальная глубина озера у восточного берега острова Ольхон была зафиксирована на отметке 1637 метров. Мир нашел новую впадину. Северо-восточная оконечность острова Ольхон, бухта Угой. Именно здесь ученые зафиксировали наибольшую глубину Байкала – 1642 метра. Пять метров вроде бы немного, когда смотришь горизонтально на дорогу. Но если перевести взгляд в иную плоскость, вертикально, дух захватывает. Мы в Байкал ныряли не глубоко, скажу честно, просто не хватило времени. Но даже на тех глубинах, на которых мы побывали, впечатлений достаточно. Наверное, те же самые чувства испытывали четверть века назад на Байкале французские аквалангисты из команды капитана Кусто. Академик Грачев хорошо помнит байкальскую одиссею французов. Для Иркутского лимнологического института это было большим событием. Ну, это был замечательный визит. Приехали профессионалы высокие. Колоссальная была экспедиция с потрясающе красивыми кадрами. И вот представьте себе, что полностью готовый фильм не пошел в прокат, потому что Кусто умер, а в его семье произошел разлад, но уже старинный. И я бы на месте представителей Башкортостана связался бы с Францией, этот фильм бы перевел на башкирский язык, вот, и показывал в Башкортостане. Пусть все остальные на русский переводят. В 70-м году в советский прокат вышел фильм Сергея Герасимова «У озера». В этом фильме впервые были подняты проблемы экологического равновесия Байкала и влияния на него человека. После выхода фильма прошло более 40 лет, но проблемы, поднятые в этой кинокартине, мы вновь обсуждаем с академиком Михаилом Александровичем Грачевым. Они и по сей день так и не решены. Мешки из-под мусора плавают в Байкале.
стаканчики, сигареты, ну, как во всем мире. Сегодня к нашей группе присоединился Алексей Стрелюк, коренной иркутянин. Он будет сопровождать нас во время путешествия по Байкалу. Несмотря на свою молодость, Алексей очень опытный гид. Он по-настоящему влюблен в свой родной край, а его байкальские фотографии достойны печати самых престижных географических журналов мира. Два полных дня мы проведем на острове Ольхон. Ольхон – самый крупный обитаемый остров Байкала. Его население составляет около 1500 человек. Однако гостей и туристов, ежедневно посещающих Ольхон, десятки раз больше. Чтобы попасть из Иркутска на остров, нужно преодолеть около 200 километров через знаменитые Тажиранские степи. Символ тажиранских степей – орел. Останавливаемся на кургане, который украшает монумент с бронзовым орлом. Здесь буряты приносят подношения своим богам. У местных жителей популярны две религии – буддизм и шаманизм. Следы и той, и другой на Байкале встречаешь повсюду. Для кого-то это дань традициям, для других – модное веяние, для третьих – философия жизни. По дороге на остров останавливаемся в кафе в местечке Баяндая. Хозяева – буряты. Сейчас будем пробовать бурятскую национальную кухню. Алексей, разложив карту Байкала, рассказывает нам о маршруте поездки на Ольхон. Затем достает бутылку с самогоном, настоянным на кедровых орешках. Будем бурханить перед дорогой. И каплю на левую грудь за здоровье себя и своего рода, чтобы чтили традиции. Вот. Есть более короткий вариант, то есть если там по вечерам сидеть, да, буквально капельку на стол. Традиции местные нужно соблюдать. Духи на Байкале, энергетика очень сильная. Между тем на кухне уже приготовили для нас боузы, основное мясное блюдо бурятов. Пробуем бурятскую национальную кухню. Позы или боузы по-бурятски похожи на манты, но не манты. Их начинка состоит из чистого мяса. Сначала их нужно надкусить, а потом выпить сок. Очень вкусно. Путешествие по Байкалу мы продолжим в нашей следующей передаче. Я с вами прощаюсь. До встречи.